Здравствуйте, меня зовут Николай Токугава, я живу в Калифорнии, родом я из Якутии, и сегодня мы поговорим, почему Киселев и Соловьев являются черными риэлторами. Так вот, чтобы это понять, нужно понять, что такое черный риэлтор. Черный риэлтор – это тот человек, который э, находит в Москве, скажем, да, одиноких людей. Тех, которые в основном это пожилые люди, да, они их находят и потом, как сказать, пробивается в их доверие или как, или добиваются их доверия. И вся эта их техника заключена в том, чтобы получить от них дарственную. То есть пойти вместе в этот самый к нотариусу и получить подпись. И чтобы нотариус видела, что они в здравом уме и, значит, твердой памяти, да. Либо, чтобы они вместе пошли в регистрационную палату и, значит, э, там тоже следят, чтобы оба покупатель и продавец были в здравом уме и твердой памяти, как говорится. А потом переданы деньги или не переданы деньги, вот это вообще никто не следит за этим. Так вот, как они это делают? Первым делом они начинают их всячески обрабатывать. Для этого они используют разные методики. Например, если это женщина, то есть бабушка, да, они проникают в ее квартиру и выясняют из старых фотографий, как выглядел ее муж, скажем так, да, какие были у них отношения, да, и как выглядел ее муж в молодости, например. Если это старик, то, значит, они выясняют, как выглядела ее жена в молодости, и находят вот таких вот красивых девушек или симпатичных мужчин, ну, молодых парней, чтобы вызвать у них симпатию, понимаете? Это обработка, ну, они используют разные методы. Я, например, где-то в этом прочитал в интернете, что вот делают вот таким вот образом, и значит, они доказывают им свое бескорыстие, и они делают, как будто это добро абсолютно бескорыстно, понимаете? И им нужно, чтобы этот человек, значит, решил отблагодарить. А так как у старика больше в жизни ничего и нету, конечно, да, кроме квартиры, они его отдают. И как только они его отдали, то есть подписали одну единственную закорючку, поставили, и после этого, конечно, эти люди, эти черные риэлторы помогают им умереть. Понимаете? Это они делают технично, создают, ну, делают это так, чтобы это не вызывало, значит, подозрений, да. Так вот, э, иногда даже они используют гипноз для этого. Так вот, если взять этого Киселева и, значит, Соловьева, то у Киселева точно он использует методики гипноза. Это сразу видно, как только вы начнете за ним следить. Дело в том, что в 90-е годы был такой человек, его звали Чумак. Понимаете? Я не знаю, этот человек действительно чем-либо обладал или не обладал он чем-то, но дело в том, что это работало. Он проводил вот такие манипуляции по телевизору, да, вот, я не знаю, что он именно делал, но дело в том, что вся страна, весь Советский Союз, они таскали вот эти, перед телевизором ставили бутылку или всякие емкости, банки с водой, и он как бы это все заряжал. И потом вот эта вода становилась, значит, лечебной. И вся страна этим занималась, понимаете, это работало 100%. Сейчас, если посмотрите на этого Киселева, он делает вот такие странные манипуляции. У него рука вот такие движения, вот такие движения, вот такие движения. Он складывает руки вот таким вот образом, а потом что-то начинает то ли складывать, то ли что-то делать и так далее. Но это, конечно, не все то, что он делает. Это вот эти телодвижения Чумакова, они были связаны с магическими действиями. Да? Он сверх этого использует, явно его интонация, это использование гипноза. Понимаете? Его такт
манера голоса, она почти всегда одинаковая. То есть, когда я говорю, у меня иногда повышается тон, иногда понижается тон. У него идет приблизительно одинаково, абсолютно спокойно. Если вы посмотрите, как работает гипнотизер и как работает этот Киселев, вы увидите, что это один в один. Понимаете? И система использования видеоизображений, когда они используют, ну там якобы какой-то журналист где-то там он снял, они снимают именно в таком ракурсе, чтобы это человека шокировало, понимаете? А потом вступает опять он, Киселев. Понимаете? И вот эта манипуляция, гипноз и вот эти магические движения, они продолжаются. Понимаете? Я, когда достаточно хорошо исследовал его поведение, да, я понял к выводу, что этот человек использует симбиоз разных методов. Понимаете? И, значит, я так думаю, что этот человек проходил какую-то специализированную подготовку. Это, наверное, делали ФСБ или что-то в этом роде. То есть он проходил как... это он необычный человек, понимаете? Этот человек действует таким образом, что он обходит человеческое сознание и проходит прямо в подсознание. Понимаете? Когда вы начинаете долго его слушать, у нормального человека, то есть у молодого человека начинается головная боль. И, то есть голова начинает. Посмотрите, вы можете это проверить. И ты выключаешь телевизор или просто встаешь и уходишь. А у стариков нет другого выбора. Они продолжают это смотреть, а потом через некоторое время это у них головная боль проходит, и они подвергаются очень мощному, грубому вмешательству в их сознание. Понимаете? Это противоречит медицинской на самом деле этике. Так вот, как только это удалось, эта бедная бабушка попадает, или даже человек, который молод, но все равно продолжит сидеть перед этим телевизором, он попадает в страну грез. Понимаете? В этой стране Россия окружена врагами. То есть и там где-то во главе Соединенными Штатами Америки, Европой, то ли Китай против них, то весь мир против них. Это страна грез, полностью вымышленный мир. Я нахожусь в Соединенных Штатах Америки, и я могу с твердостью вам сказать и подтвердить, что Америка не является врагом России. Но в этой стране грез, которые создает Киселев, под воздействием мощного гипноза и вот этих всяких магических движений, человек попадает в среду, в котором вокруг одни враги. И внутри России там тоже эти всякие пятая колонна, всякие вот эти плохие люди. И они оставляют таким вот образом одно единственное белое пятно. И вот в этом в ауре света, и, естественно, вы же понимаете, кого они туда кладут. Понимаете? Самого этого демона. То есть князя тьмы, или как называется его там. Значит, нашего любимого персонажа Путина, да? И вот, естественно, после этого эта бабка уже, как говорится, у нее выбора-то другого не будет. Так вот, значит, если посмотреть на Соловьева, то там вообще этот человек работает, у него другая методика, но значительно грубее. Этот человек точная копия Кашпировского. То есть посмотрите на одежду, как одевается, на его цвет волос и одежду. Они один в один с Кашпировским. Манера разговора, то есть введение в транс у него точно такая же. Понимаете? Он говорит жестко, он говорит чрезвычайно самоуверенно, он твердо уверен в своих словах, и он не терпит никакого сопротивления. Понимаете? То есть, когда вы говорите «я не согласен», он абсолютно не терпит. То есть, Кашпировский, используя вот такую методику, он просто вот так толкал человека за лоб, и он замертво падал. То есть, не мертвый, а просто терял сознание, понимаете? Он ходил по стадионам, и посмотрите на хронику 90-х лет работы Кашпировского, он одним вот таким движением, там падали по 20 человек сразу, то есть целая толпа рухнула. Так вот, Соловьев использует ту же методику, но, как я говорил, у него тоже какой-то симбиоз, он тоже необычный человек, он проходил специальную подготовку, но я не знаю, что-то вроде, может быть, в Советском Союзе вот из 9 вот этих высших школ пропаганды, там, может быть, существовала и 10-я, или, может быть, одна из них, в котором именно использовали такие секретные методики, которые
могли действовать прямо на человека сквозь или в обход его сознания, наверное, это так, потому что другого определения я просто не могу найти. Вся страна против Путина, да, но дело в том, что вот если в первом случае у бабушек они подвергаются мощному гипнозу, то тот человек, который это не принял, у него вызвало это отторжение, у него ломается воля. То есть они выполняют либо первое, либо второе. То есть либо зомбируют человека, либо ломают его волю. Понимаете? И как так получается, что вот у Навального только 40 тысяч человек вышло? А где же остальные миллионы? Почему? Это же, смотрите, там этим людям ничего не угрожает на самом деле. Их там не расстреляют, их там не линчуют, их не сожгут на костре, им не дадут срок по 10 лет, понимаете? Просто максимум, что можно на митинге у Навального получить, это 15 суток. Максимум. И вполне возможно даже выпустят в тот же день, наверное. То есть отвезут вот так, руки завяжут, этот пазик, участок, объяснительное и отпускают. Это все, что на самом деле человеку грозит. Понимаете? Только сейчас вот начали вот специально там полицейский упал, там подвернул руку, и человека 3 года условно дали, да. Но это же единичные случаи, а в массовом порядке там человеку ничего не угрожает. Так почему они не могут выйти? Почему не могут выйти? Почему? Просто это же, это же зависит от твоего будущего, понимаешь? А ты не можешь выйти. Почему? Да потому что у тебя воля сломлена. Ты говоришь, что нет, не может быть такого грубого вмешательства, такими вот эти используя магическими движениями, мощного гипноза, всяких техник НЛП и так далее. Вот эти два человека, я вам точно говорю, эти люди являются преступниками. Те методики, которые они используют по телевидению, 100% работают. Вот в чем дело. Мы это не признаем, но наше непризнание это как раз доказательство того, что если вы не можете выйти на митинг Навального, у вас сломлена воля. Вот в чем дело. Это вы как этот, помните, был такой профессор, звали его Павлов, и он проводил опыты над собаками. То есть, значит, один большой зал, насколько я помню, Википедия в помощь там посмотрите, посередине ставит стекло, и значит собака не может пройти. А потом стекло убирают, и собака все равно не может пройти. Вот что происходит при массовой работе Соловьева и Киселева. Понимаете, что они делают? Так вот, и после этого, конечно, получается, что мы, если даже вот на улицу не смогли выйти ради своего будущего, да, вот на митинг, просто не смогли пойти, потому что мы как собака Павлова, мы не можем этого сделать. Даже если там ничего с нами не случится, мы просто не можем. Вот что доходит, понимаете? Когда мы в Якутске проводили митинг, я выступал, у нас там было человек 100, а на самом деле там должно было быть 100 тысяч человек. Все остальные были со сломленной волей. Вот что это, оказывается, на самом деле случалось. А в Москве, тем более, там миллионы должны быть. А где они? Потому что они не могут, понимаете? Так вот, дальше, как происходит эта манипуляция? Люди со сломленной волей, если даже они на улице не могут выйти, они голосовать точно не идут. Вот в чем проблема. А голосовать идут вот эти бабки и этот административный ресурс. Но административный ресурс этих чиновников можно не считать, потому что эти люди не имеют политической окраски вовсе. Эти люди аппаратчики, понимаете? Как только что-то пойдет не так, они сразу бросят Путина. Они не идейные путинисты, такого не бывает. Они просто говорят, чтобы их с работы не уволили. Понимаете? А вот эти бабки, вот эти люди, которые вот не имеют социального окружения, они идейно голосуют за Путина. Есть такие люди. Все-таки это нужно признать. Это люди, подверженные очень мощному психологическому вмешательству, очень грубому вмешательству в сознание. Понимаете? Это невозможно не признать. Так вот, и после того, как эти бабки пошли, деды пошли проголосовали за этого, значит, Путина, после этого, как принято у всех черных риэлторов, они избавляются от них. И я скажу почему. Потому что у нас, то есть у молодых людей, таких как мы с вами, да, им еще есть что взять, понимаете? По крайней мере, если начнется война, чтобы призвать в армию. Так вот,
А от стариков им уже, они уже ничего не могут взять, поэтому они, как говорится, технично от них избавляются, как всякий черный риэлтор. Как это происходит? Первое – это нищенское существование. Понимаете? Нищенское существование в том смысле слова, что у них пенсии на 15 тысяч, это на самом деле ложь. Потому что они забирают половину в виде кварплат. В нашей стране, в России, кварплат быть не может. Понимаете? Потому что это все у нас уже есть. Мы не покупаем нефть у Саудовской Аравии. Понимаете? Мы его не покупаем нигде снаружи. Он у нас уже есть. Бери не хочу. Его навалом. На многие тысячи поколений вперед хватит. Вот в чем дело. Это должно быть все бесплатно. То, что они говорят, что они должны продавать нам по мировым ценам. Какие мировые цены? Нам дешевле будет бензин покупать в Саудовской Аравии. Мы в Якутии точно считали. А по всей России то же самое. Лучше покупать его в Саудовской Аравии, чем у Роснефти. Такая же ситуация. Вот. Поэтому получается, что это лохотрон. На самом деле они платят нашим пенсионерам, значит, по 7 тысяч рублей. Это нищенское существование. Понимаете? То существование, в котором они единственное, что могут сидеть у себя дома. И больше никуда ни в кино, ни в ресторан, никуда не могут пойти. Тем более путешествовать, как вот американские пенсионеры здесь. Я вижу, я свидетель того, что американские пенсионеры на своей пенсии путешествуют по всему свету. А в России этого быть не может, понимаете, они сидят у себя дома. Так вот, есть такой синдром, бывает он в домах престарелых, когда старики умирают после прибытия в дом престарелых в течение первого года. Этот синдром называется, когда бабушка, она лежит на кровати, встает, кушает, потом ложится снова. Понимаете? Она постепенно перестает общаться с другими, с бабушками и так далее, понимаете? Она все начинает уходить в себя, уже она становится менее эмоциональной, понимаете? У нее движение становится все медленнее, и потом она умирает. При вскрытии там выясняется, что у нее случился отказ внутренних органов, всех при том, да? Так вот, тот же синдром происходит в тюрьмах, как ни странно, в тюрьмах, где сидят люди на пожизненное заключение. То есть молодой человек сел в тюрьму, ну там срок, конечно, чуть длиннее. В первый год они еще вот держатся, они осознают, что там их, по крайней мере, не убили, а занимаются спортом, но к началу второго года, к концу первого года, началу второго года они уже начинают понимать, что это все, что будет у него в жизни. И через некоторое время у них происходит то же самое. Они теряют интерес к жизни. Любой. Мало реагируют, кушают, ложатся или сидят, уставившись об стену. Какой-то синдром, это странный. И через некоторое движение, через некоторое время его движения становятся слабыми, вялыми, а потом движения вообще перестают. И он смотрит в стенку, и через некоторое время он умирает. При вскрытии смотрит отказ внутренних органов. То есть все органы. И этот синдром у этих охранников в тюрьме называется «ушел в себя». В интернете посмотрите тоже, это очень... То, что делает, значит, Путин и вот этот Соловьев и Киселев, вот эта компания, банда, скажем так, черных риэлторов, они занимаются тем, что они вгоняют наших стариков в такую ситуацию. То есть сиди дома. Это тюрьма, в котором у них нет просвета. Понимаете? Единственное, вот телевизор, но этот телевизор до выборов, а потом от него только голова болит, да, или что-то в этом роде. Но в конечном итоге я к тому, что у них нет надежды никакой. И из-за этого они умирают. Понимаете? Второе, это ужасающее медицинское обслуживание. Вы ходили же в поликлинике, вы же понимаете, сколько нужно сдать анализов. Чтобы сдать все анализы, чуть ли не месяц нужен в некоторых местах. Минимум 2 недели. Вот, в советское время, в 30-е годы, во времена НКВД, была такая пытка, садили человека на табуретку в коридоре, и вот он там сидел сутками. Наши старики сейчас сидят в поликлиниках по 2-3 недели, понимаете, на стуле, потому что они от очереди удалиться даже не могут же, понимаете, а это смертельный номер на самом деле, то есть они на этих очередях и умирают, то есть она выбивает из сил. А чем там заниматься? В стенку смотреть, что? А после поликлиники у нас голова же болит.
Ну, вообще я не люблю выходить по советским поликлиникам, то есть российским поликлиникам, ну, тогда. Так вот, а сейчас вот у них вот медицинское обслуживание в Москве хорошее, а вот когда идешь вот в сторону периферии, да, и в деревнях их вообще нет. То есть неоказание первой необходимой медицинской помощи является основной причиной смерти стариков. Понимаете? То есть без соответствующего медицинского... Здесь, в Соединенных Штатах Америки, медицина на очень высоком уровне, и поэтому люди проживают до 80 лет легко. То есть к 75 годам, когда одноклассники собираются, из 20 человек 15 является. В России к 75 годам никого уже нету. Вот в чем дело. Понимаете? И третье, самое, что ужасное делает вот эта банда черных риэлторов, да, вот этот именно эти люди, которые вот создают, вот зомбируют людей, создают вот эту страну грез, в котором вокруг одни враги, и ломают нашу волю, они их действия направлены не на самих стариков, они направлены против нас. Понимаете? Мы находимся в такой ситуации, что мы пытаемся все время заработать денег. То есть бегаем, поступаем на одну работу, на другую, пытаемся делать какой-то бизнес и так далее. Мы всегда заняты, всегда денег нету. И вот только-только мы начали зарабатывать, бах, одна девальвация. Ну а потом мы опять в течение, вот только-только оправились, только начали вставать на ноги, бах, вторая девальвация. Вот эти бесконечные кризисы, вот эти ненужные войны, и вот вот такая ситуация, что вот мы постоянно на коленях, да, вот только-только начали вставать, опять по спине, бах, да, и мы просто оправиться от этого не успеваем. А вот Путин и, значит, Соловьев, Киселев, вся вот эта банда олигархов, да, они же никогда на коленях не были на самом деле. Это же ложь. Они всегда были в золото, бриллиантах, рыло в пуху. Извините, они наличку складывают. Здесь вот наркодилеры, эти колумбийские, да, вот этот, как его звали, ну там в интернете посмотрите, там Медельинский картель, вот они складывали деньги в коробках, наличку, понимаете? Да, даже у них не было столько, они были баснословно богаты, но у них не было столько денег, сколько у этих чиновников, у этих силовых структур, у этих всяких этих, ну там пестрить же, они, как можно миллиардами наличку, и они говорят, что вот в России на коленях, которая Россия именно они имеют в виду, понимаете? Вот. И вот мы постоянно находимся вот в этой ситуации, в этой борьбе, и они не дают никогда нам покоя. Они создают для нас такие условия, что у нас просто тупо не хватает времени для наших стариков. Вот в чем дело, понимаете? И они, старики же наши, они хотят общения же, на самом деле. Они хотят просто поговорить, просто посидеть. Они видят, что нам так трудно, что мы постоянно в работе, постоянно в проблемах. И они не хотят, значит, нам мешаться под ногами, и они вот живут своей жизнью, мы просто не замечаем, что с ними происходит, понимаете? И через некоторое время они очень рано умирают, просто из-за того, что мы уделили слишком мало внимания им, понимаете? Но мы же в этом не виноваты, у нас экономическая ситуация в России такая, что у нас просто на наших стариков нет времени. Понимаете, мы начинаем нервничать, мы бегаем, пытаемся заработать, и тут эта бабушка, она должна куда-то пойти, куда-то, а времени нет. Когда мы оглядываемся, мы вдруг понимаем, что за нами уже никого нет. Наши старики ушли. Вот в чем дело, понимаете? Вот, вот таким вот образом они, а на самом деле наши старики должны были дожить до 80 лет. Вот в чем дело, понимаете? А от них вот технично их поубивали можно. Я не могу подобрать другого слова к поведению вот этого Киселева и, значит, Соловьева, которые поддерживают эту власть. Понимаете? Вот в чем дело. Именно поэтому они являются черными риэлторами. Эти люди действуют в таких огромных масштабах и приносят нам столько горя, понимаете, что все наши старики уходят рано. Все наши старики уходят рано. Средний возраст в Америке 80 лет, в России тоже должен быть 80 лет. Если люди ушли рано, это значит, кто-то позаботился о том, чтобы мы не смогли помочь своим старикам, чтобы старики не получили достаточно хорошего медицинского обслуживания, понимаете?
и чтобы они жили в такой нищете, что это несравнимо с жизнью, понимаете? Поэтому это ужас, ужас, что люди это делают, понимаете? И мы должны, мы просто должны бороться с этим, чтобы это телевидение было либо закрыто, либо они не использовали таких преступных технологий. Это преступление, понимаете? Жесткий взлом человеческого сознания, манипуляция им, это запрещено, это преступление. Я обращаюсь, наверное, к Навальному самому. Давайте мы проведем митинг против бесчеловечных тактик и технологий, которые использует телевидение России. Да, вот, во главе вот с этим Соловьем и этим Киселевым. Вот что я думаю. Пока это все, что я думаю. И я считаю, что эти два человека должны сидеть в тюрьме. Именно там им место. Вот. Подписывайтесь на мой канал. Если я доберусь до 1000, я буду этим заниматься профессионально. И мы всех их сволочей посадим в тюрьму. Спасибо.